Врачам онкологической службы КОМИ эксперты федеральных центров рассказали о возможностях самого современного метода диагностики раковых заболеваний – позиционно-эмиссионной томографии. В России около 30 медицинских центров, которые имеют это передовое диагностическое оборудование. Ближайший в Кирове, где принимают пациентов из других регионов, в том числе из КОМИ. Ксения Лосева узнала о передовых методах в диагностике онкологии. Он покажет то, что не увидят КТ, МРТ, УЗИ и рентген. ПЭТ, что значит позиционно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, этакий гибридный метод, который за одно исследование дает полную информацию о масштабах онкологического бедствия во всем теле человека. Помогает установить диагноз и составить эффективное и бережное лечение, причем для каждого пациента индивидуально. Не всех пациентов нужно сразу начинать лечить агрессивно, очень высокотоксичными методами лечения, которые применяются для онкологических пациентов, это все прекрасно знают. Но тех пациентов, у которых злокачественная опухоль развивается медленно, которые не столь агрессивно, можно применять методы, которые будут легче переноситься соответствующим образом. Высокая эффективность будет гарантирована пациенту и как в плане лечения, и так в плане переносимости противоопухолевого лечения. Продвинутая методика безопасно, безболезненно проводится без хирургического вмешательства. Ближайший от нашего региона ПЭТ находится в Кирове. В Кировской области Центр ядерной медицины открыли 2 года назад. И сейчас на диагностику сюда приезжают онкопациенты из других регионов, в том числе из КОМИ. На сегодняшний день производим около 200 тысяч исследований в год и порядка 30 тысяч исследований для госучреждений. Мы оказываем помощь в рамках ОМС. Для пациентов это бесплатно. Ежемесячно Кировский центр ядерной медицины принимает около 10 человек из нашей республики, у которых опухоли достаточно сложно лечатся и дают много метастаз. В КОМИ такого чудо-аппарата пока нет. Здесь накладывается достаточно много различных медицинских проблем. Это и транспортировка фармпрепаратов, это нагрузка на сам аппарат, потому что мы взаимодействуем с Кировской областью, потому что эффективность препарата, его использования составляет население более миллиона. Но, к сожалению, то есть наша республика пока не может похвастаться такими цифрами, поэтому экономически нецелесообразно устанавливать нам сюда ПЭТ. Профильное ведомство республики намерено усилить сотрудничество с кировчанами. Они и дальше готовы принимать наших больных. Сейчас прорабатывается вопрос льготного проезда в соседний регион для пациентов из КОМИ. Ксения Лосева, Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрка.